большая ошибка многих, что в короткий метр они пытаются вместить все. А этого делать не стоит. Для этого есть полнометражный фильм, сериал, в конце концов. Короткий метр — это какой-то один эпизод, может быть. Это не обязательно должна быть трехактная структура. Может быть абсолютно двухактная. Даже одноактные бывают замечательные, где есть у нас экспозиция и развитие. И на этом кончается. Много таких коротких метров. Сложнее, наверное, скорее всего, писать именно драматургически, а снимать технически, мне кажется, это не так сложно. Я закончил киношколу, писал сценарии. Ну, как обычно это бывает у молодых режиссеров, сценаристов, в стол. В какой-то момент вот, мне стал интересен Серашевский, именно Хайлах. Я написал этот сценарий для себя, обратился к пару продюсеров в Москве. Мне сказали, вряд ли такое вообще возможно. Якутские продюсеры точно были не согласны на это. А я тогда уже работал с Сашей Плотниковым, генеральный продюсер Лукфильм, и Борей Хлебниковым, креативным продюсером. И они просто спросили: Володь, а что у тебя, что-то есть, ты сам что хочешь? Ну, я показал вот этот сценарий, и он им понравился. Мы еще дорабатывали где-то в течение года, доработали и начали снимать. Подготовка. Ну, я считаю, что даже сейчас, снимая третий фильм, очень хромает подготовка. Нужно подготовку закладывать намного больше времени. То есть репетиции, больше репетиции, работа с актером, работа с мизансценой, подготовка всего, от декораций до костюма. Это очень важно, чтобы сам съемочный процесс прошел без заминок. У меня же как бы долгие периоды кастинга. Ну и во время этого кастинга и проб ты понимаешь вообще, в принципе, какой человек. Сходитесь ли вы, вообще характер, можете ли вы существовать вместе, работать. Конкретно Сережа Гелев абсолютно простой человек. Мы стали хорошими друзьями. Он научился за период съемок здесь у нас сам прилетать, ездить на паром, с Бестяха до Майи ездил, абсолютно без всяких выгибонов, как говорят вот столичные актеры, они какие-то зазнавшиеся, зазвездившиеся. Нет, Сережа точно не такой. Он простой парень из Ижевска. Юра Борисов, вот сейчас мы работаем, и Макар Хлебников, абсолютно такие же простые ребята. Ну и нужно понимать, что им тоже очень интересно здесь быть в другой части страны, увидеть другую среду, других людей. И от этого у них, естественно, как-то включается азарт, актерский азарт. Им очень все интересно, интересно работать, и, естественно, всем интересно сделать хорошее кино. Я не понимаю формат сериалов. Ну, я анализировал себе это. Вот, допустим, даже если сериал мне нравится, просто как зрителю мне нравится сериал, я могу посмотреть там 2-3 серии, сказать хороший сериал и дальше не смотреть. Мне не нравится романное повествование. Мне кажется, это как-то... Ну, вот эти приемы, что каждая серия должна тебя цепануть, чтобы перейти в следующую. Ну, как-то это растягивание хронометража, потому что у нас сериал. Нет, конечно, бывают истории, которые прям нужно делать только именно сериальным подходом. Мне нравятся, допустим, какие-то мини-сериалы. То же самое «Чернобыль» от HBO. Это очень хорошо. Я там согласен с этим форматом. Ну, сериалы по 6-8 сезонов, ну, это жвачка. И от всех сериалов я отказываюсь. Не знаю, наверное, это слух был. Честно, я очень давно, долго думаю над проектом по
Леониду Юзефовичу «Зимняя дорога». У нас даже начинался процесс подготовки к этому. В принципе, тут еще нужно, наверное, сказать, что по «Зимней дороге» конкретно там плюс, что это не художественная литература. Это же реальное событие, как документальный роман. Вот. Этим, наверное, он цепляет. Мне бы не хотелось уже уходить больше в литературу и делать из нее экранизацию. Можно, но мне кажется, что пока так не стоит делать. Те проекты, которые мне предлагали, я говорил, хорошо, а я могу переписать под себя? Потому что ты так или иначе, читаешь чьи-то чужие мысли. Они составлены даже просто слова не так, как у тебя в голове складываются слова. Тебе хочется просто адаптировать под себя, чтобы понимать и погрузиться намного сильнее. Бывает, такого не дают делать, и я отказываюсь тогда, смысл снимать чужое. Я смотрю все. Я киноман с детства. У меня нету такого, что фу-фу-фу, я это не буду смотреть, потому что я там какой-то очень сильно умный. Нет, мне наоборот всегда интересно смотреть, что и Marvel, что DC, что какое-то массовое кино, также авторское кино, документальное кино. Да просто у меня в последнее время было, я залипаю в Ютубе, нахожу какие-то очень странные каналы, где люди снимают свою жизнь. Там, как человек 3 часа ездит на велосипеде где-то под Самарой. Мне кажется, это очень увлекательно. Я считаю, что бэдкомедиан — это не профессиональный кинокритик, это больше, он высказывает свое мнение. Ты можешь быть с ним согласным или не согласным. Он делает очень многие вещи талантливо, действительно талантливо. Но последние года он вместо обыкновенного стёба для Ютуба он стал высказывать какие-то свои позиции, свои взгляды на искусство. И местами я с ним не очень согласен. Но с чувством юмора у него прекрасно. Но я прямо в это не вдаваюсь, я не читаю кинокритику прямо, чтобы там выходит какой-то фильм, и я читаю рецензию какого-то кинокритика. Я чаще всего просто иду смотреть кино, все. Лично у меня, не знаю, как остальные, мне важнее написать историю и снять историю. А где, как она выйдет, кто ее будет, где она будет показываться и все остальное, это уже для меня не то что второстепенно, это уже где-то там, в другой области. Я про это не думаю. Мне важнее история и кино. Вот мы находимся сейчас в Институте культуры. Я помню, как моя мама, когда я поступал сюда, она была против и говорила, что в культуре денег нету. Мама моя, хотя мама педагог у меня, учительница в школе, она говорила, ты еще хуже сферу пошел, потому что в культуре денег нет. Идти в кино ради денег – это большая глупость. Есть, конечно, люди, которые идут в кино, как с точки зрения бизнеса. Если это честный бизнес, это нормально, это хорошо. Допустим, якутское кино, оно же выросло действительно как бизнес. Ребята вложили там около 1 000 000 рублей, отбили в прокате 8. Вполне себе честный бизнес. Да, конечно, круто, когда тебе помогают, поддерживают, дают деньги, когда ты молод. Но вопрос, а ты вынесешь эту ответственность? Ты сможешь ответить за эти деньги? Снять, потратить эти деньги разумно и снять кино. Плюс я еще вспоминаю нашего старого якутского продюсера, который всегда любил говорить, и до сих пор любит говорить. С деньгами любой дурак может, попробуй без денег. С нуля раскрутись, тогда посмотрим. То лучше всего было бы сперва оборудовать студии в Якутии, купить оборудование, сделать студию перезаписи по звуку, цветокоррекции. Я считаю, что лучше было бы сперва оснастить республику, действительно, купить несколько комплектов камер,
несколько комплектов света, оборудования, оснастить студию. У нас нет студии вот просто по звуку, по цвету, под монтаж. Нашим специалистам приходится выезжать в Москву просто для сведения звука. Ну, представляешь, это аренда студии там, перелеты, гостиницы. У нас нету полного цикла, чтобы соответствовать, ну, хотя бы для российского уровня. Это очень плохо. А раздавать деньги просто снимите, не вкладываясь в инфраструктуру, это глупо. Практически всех. В первую очередь, мне кажется, в якутском кино хватает сценаристов, страдает очень эта сфера. Художественный цех. Художественный цех — это художники, постановщики, гримеры, художники по костюмам. Техническая группа у нас операторы. В целом хорошо. Ну, просто нехватка оборудования сказывается. Но так, мне кажется, если оборудование появится, то люди у нас рукастые, умеют. По звуку у нас, можно сказать, 2-3 специалиста и все. В целом у нас нехватка кадров, именно профессиональных. У нас очень много самоучек. Мне кажется, эти времена уже проходят. Раньше мы могли как-то на этом выезжать, это прощалось, а сейчас времена изменились, и мы должны просто хотя бы технически соответствовать уровню. Мне кажется, не важно иметь прям вот классическое образование. Сейчас уже, опять же, также времена меняются, мы можем просто проходить курсы. Те же самые художники могут выезжать. Лучшая учеба — это практика. Попасть на проект, посмотреть, как работается, пройти так 2, 3, 4 проекта, понять и с этим опытом приезжать и работать. Я имею в виду там художественный, операторский цех, еще что-то. Сценарная, мне кажется, вот это важная вещь. Вообще драматургия. Было бы классно, мне кажется, если бы мы от республики набрали молодых ребят и отправили просто целый курс учиться, не знаю, на сценарное, куда угодно. Тогда у нас мог быть заложен фундамент. Режиссеры самые раздолбая, они могут. Каждый выбирает сам. Кому-то нужна учеба, кому-то не нужна. Каждый выбирает по-своему. Снимать кино. Неважно как, неважно что. Учиться просто на своих ошибках. Ходить, снимать кино, наблюдать за жизнью и опять продолжать снимать кино. Не хочется снимать кино, снимай кино. Ну, расценивать это очень многие же боятся снимать, потому что им кажется, что они наделают много ошибок. Очень многие вкладывают в свою первую работу столько усилий, они думают, что это должен получиться обязательно шедевр, а когда это не случается, у них такая большая трагедия. Я бы советовал просто не накручиваться, не думать, что это должно получиться шедевром, просто делать от себя, так, как тебе нравится. Снять, посмотреть, проанализировать все свои ошибки и продолжать работать. Мне кажется, это единственный выход. Ну или же писать, много-много писать.